Доброе утро, уважаемые коллеги. Пожалуйста, начнем. Доброе утро. За отчетный период произошло 10 пожаров, погибший 1, пострадавший нет, крупных пожаров не было. Итого, с настоящим итогом с начала года 66 пожаров, АППГ-71, гибель 2 на 2, травмировано 4, АППГ-3, спасено 4 человека. Также продолжается профилактические мероприятия в жилом секторе, проведено 42 рейда, проверено 384 дома и проспектировано 832 человека. Доклад закончен. Доброе утро, уважаемые коллеги. Пожалуйста, начнем. Доброе утро, уважаемые члены совещания. Доброе утро. За отчетный период Оперативная обстановка в городе Якутске Якутске за неделю характеризуется снижением регистрации преступлений. Так, за неделю зарегистрировано 25 преступлений, раскрыто 18. Из них тяжкие, особо тяжкие 8, все раскрыты. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 32. Это 1 убийство, 1 тяжкий вред здоровью, 3 грабежа, 18 краж, 5 мошенничеств и 4 прочих преступления. Установлено лиц, совершивших преступления, 49 лиц. Из них ранее судимые 21, женщинами 13 и 2 преступления несовершеннолетними. Объявлено в розыск преступников 4, из них установлено 2. Из ранее объявленных установлено 4. Поступило сообщение без пропавших 5 человек, в том числе несовершеннолетних 1. Установлено 6, несовершеннолетних установлено 3. На сегодняшний день остается не найдено 1 несовершеннолетний, состоит на учете в ПДН, ранее неоднократно уходил, находится на связи. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 7, суицидов 1 на 1. По безопасному городу выявлено 4 административных правонарушения, раскрыто 2 преступления. За неделю отделами и подразделениями всего составлено 1531 административный протокол. В специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 31 человек. На 2 февраля всего содержится 24 человека. В ВСНП помещено 4 несовершеннолетних. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 12 человек. Из них арестовано 9, под домашним арестом 1, освобождено 2 человека. За неделю на территории города Якутска было проведено 5 массовых мероприятий, 3 спортивных и 2 иных, в которых приняло участие 1800 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 18 сотрудников полиции, 5 сотрудников ОМОН, это боевой резерв, и 1 группа инженерно-технической группы. Также задействовано на охрану общественного порядка общественности всего 12 человек, это ЧОП «Дальний Восток» и сотрудники ЧОП «Кристалл». Также мы за выходные проводили рейдовые мероприятия, в котором у нас активное участие приняли органы системы профилактики, это комиссия по делам несовершеннолетних и Центр образования. В ходе рейда выявлено 1 факт продажи алкоголя несовершеннолетним, это кафе-бар ГИК-кафе по Лермонтова, 66. Также выявлено на улице, общественных местах 10 несовершеннолетних, 2 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, помещены с ВСНП. Доклад закончен. У меня просьба, держите, пожалуйста, Николай Петрович на контроле вопрос, который мы с вами рассматривали совместно по деятельности ночных заведений. Они обратились с просьбой оказать им методическую помощь в организации работы их охранных предприятий. Протокольно это есть. Пожалуйста, проследите, чтобы мы своевременно им оказали помощь. Хорошо? Вы и Росгвардия. Пожалуйста. Доброе утро. Оперативная обстановка на обслуживание объекта транспортного комплекса Якутского гарнизона оставалась стабильной и находилась под контролем службы управления. Значит, за прошедшую истекшую неделю зарегистрировано 8 преступлений, из них раскрыто 7. Выявлено административных нарушений 111, за нарушение правил поведения на транспорте 6, за нарушение миграционного законодательства 6. Значит, также выявлено 1 лицо, находящееся в федеральном розыске. Значит, с помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 12 административных правонарушений. Наложено административного штрафа на сумму 36 тысяч. По докладу все. Доброе утро.
За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 61 дорожно-транспортных происшествий. Из них 4 с пострадавшими, в результате которых ранения получили 3 человека, погиб 1. В целях профилактики ДТП выявлено 1122 правонарушения, из них в отношении нетрезвых водителей 7, из них 11 признаков преступлений, предусмотрено статьей 264 прим. 1 УК РФ. На спецстоянку доставлено 20 автомашин. За управление транспортными средствами с тонированными стеклами привлечено 135 водителей. По выявленным недостаткам эксплуатационного состояния уличной дорожной сети выдано 14 предписаний, возбуждено 2 административных дела. По пассажирским перевозкам проведено 5 рейдовых мероприятий совместно с МУГАДом и Министерством транспорта Республики Саха-Якутия, в ходе которых составлено 22 административных материала, из них 10 в отношении должностных лиц, 1 юридическое лицо и 11 физических лиц. Для устранения нарушений выдано 2 постановления. Доклад окончен. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета было проведено 45 проверок. По результатам проверок наложено 22 штрафа на сумму 12 тысяч рублей, выдано 1 предупреждение. Помимо этого, 13 дел отказано в возбуждении административного дела производства. Продолжается работа в округах города и по обращениям граждан. Помимо этого, провели совместно рейд в ресурсный резерват Кинкеме с работниками Департамента биологических ресурсов и общественностью, Общероссийским народным фронтом по информации о гибели косуль. Факта косуль и гибели на территории городского округа не выявлено. Доброе утро. Эпидситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске за 4 дня прошлой недели. Это предварительные данные. Итак, за 4 дня было зарегистрировано 3120 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 90,3. Это выше эпидпорога на 14,7. По возрастным группам у нас отмечается превышение эпидпорога в возрастной группе с 3 до 6 лет, с 7 до 14 лет и среди взрослых от 15 лет и старше. По лабораторному мониторингу было обследовано 232 больных. В большинстве случаев отмечаются вирусы негриппозной этиологии. Это вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и так далее. Вирусы гриппа выявлено 21 от числа положительных. Это остается на уровне прошлой недели. Для сравнения, за 5-ю неделю прошлого года в Якутске было зарегистрировано 5700 случаев заболевания ОРВИ. Полная информация с понедельника по воскресенье у нас будет ближе к обеду. И тогда мы уже посмотрим фактический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По карантинам. В городе Якутске, по данным, установлен карантин в детских садах, в 4 детских садах, частичный. Было закрыто 3 группы, в детском саду 8, 104, 51. И детский сад номер 70 с количеством детей 123 был полностью закрыт на карантин. По школам информация поступила из 5 школ о частичном закрытии на карантин по классам. Это школа 29, 20, 12, 32 и 6. Мы напоминаем о том, что необходимо ввести мониторинг заболеваемости ОРВИ и при превышении 20% учащихся в классах вводить точечные карантины. То же самое касается и детских садов. Это усиление утренних фильтров, усиление противоэпидемического режима, применение ДЭС-средств и кварцевание. Кроме того, сейчас регистрируется сезонный подъем заболеваемости кишечными вирусными инфекциями, в частности, ротавирусом и норовирусом. И на прошлой неделе была зарегистрирована групповая заболеваемость в Республиканском лицее-интернате,
И установлено было, что заболевшие заболели норовирусом. Что касается ситуации по коронавирусу. В связи с неблагополучной эпидситуацией, связанной с новым коронавирусом, Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, связанных с случаем заболевания коронавирусом. И на сегодняшний день зарегистрировано более 16 тысяч случаев, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и 360 летальных исходов. В том числе в России на прошлой неделе было зарегистрировано 2 случая коронавируса, и оба у жителей КНР. Главой Роспотребнадзора 31 января было издано дополнительное постановление о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. И так. Я еще хотела добавить, что на прошлой неделе за период мониторинга у нас в Якутске также выявлялись случаи подозрения на коронавирус. Это активно освещалось в средствах массовой информации. Все случаи подтверждены, у них острые респираторные вирусные инфекции, вызванные парагриппом, аденовирусом. В одном случае это был грипп. Все пробы были направлены в Вектор в Новосибирск для проведения исследований на коронавирус. В пятницу от управления Роспотребнадзора Сардана Владимировна в адрес мэрии было направлено письмо об усилении информационной кампании по профилактике коронавирусной инфекции. И там были приложены в электронном виде ролики, памятки, инфографика. И мы просим, чтобы во всех муниципальных учреждениях, во всех управах были размещены данные информационные материалы. У меня все. Хорошо, спасибо. Принято. Департамент СМИ, пожалуйста, это письмо, видимо, зарегистрировали, ко мне оно еще не поступило, поэтому давайте мы его посмотрим и сделаем все, что необходимо. Так, спасибо. Пожалуйста, Управление здравоохранения. Доброе утро, уважаемые коллеги. Все медицинские организации города Якутска в прошлой неделе отработали в напряженном режиме. Это сказывается от того, это сложилось из-за того, что буквально на 1000 увеличилось число заболевших ОРВИ. На сегодняшний день у нас за прошлую неделю было зарегистрировано 7 случаев выявления гриппа. Все они были непривитые. Остальные случаи все были, как было уже сказано, это вирусная инфекция негриппозной этиологии. По коронавирусу у нас идут практические учения во всех медицинских организациях. За прошлую неделю прошли они в первичном звене. Результаты учений будут обсуждены сегодня в Министерстве здравоохранения. По КОРе у нас сейчас находится в РДТС, это республиканский детский санаторий, который мы создали как коревой стационар, 2 больных с подозрением. По обстановке в городе у нас 9 случаев укусов животными, 1 бродячей собакой. У нас... Остальные домашние собаки? Да. На прошлой неделе было зарегистрировано 14 случаев обморожений, госпитализировано 4, детей там нет. Немножко увеличился уличный травматизм еще. Леонид Аркадьевич, у меня просьба совместно с управлением образования, вот то, о чем нам сказал Роспотребнадзор в части утреннего фильтра,
мониторинга количества заболевших, чтобы не превысили 20%, да? Да. И в случае, Алексей Климович, если будет заболевших более 20%, то, значит, карантин надо объявлять. Сейчас вот погода теплеет, и это обычно всегда нам приносит рост заболеваний ОРВИ. Но вы отметили, что из 7 заболевших гриппом они все были непривитые. Непривитые, да. Привитые, как бы, если болеют, то болеют респираторными заболеваниями, правильно? Да. Вирусными инфекциями. Хорошо, хорошо, ладно, спасибо. Так, пожалуйста, автодорожный округ. Артур Афанасьевич Аргунов. Доброе утро, уважаемый Светлана Владимировна, Альберт Никандрович, участники совещания. За отчетный период Управа автодорожного округа отработала в штатном режиме. Всего по количеству поступивших обращений в неделю у нас 20, из них рассмотрено и разрешено 13. По линии OneClick поступила одна заявка, дан своевременный ответ. По просроченных обращений не имеется. Всего на текущий момент в работе ЕДДС находится 37 заявок, из которых по отоплению 2, по канализации 6, саночистке 2, отлову безнадзорных животных 21 и ремонту сетей УК и РСО 6. За неделю поступило 17 заявок, отработано и снято 29 заявок. Так, по отлову безнадзорных животных направлено за неделю 6 заявок, отловлена 1 собака. На этой неделе будет комплексная работа совместно с жилкомсервисом по отлову на территории автодорожного округа. Так, по сансостоянию, в целом удовлетворительное сансостояние на территории автодорожного округа. Жилищного фонда вывезено 1200 кубов мусора, КГМ 80 кубов мусора, МБО 30. Так, с частного сектора мешковым сбором вывезено 30 кубов мусора. По реестру санточек у нас всего утверждено 151 санточка, установлено 501 контейнеров. Проводится ежедневная работа по включению новых санточек по заявкам юрлиц и физических лиц в схему размещения санточек. По работе дворников. Работа дворников ведется в соответствии с графиком. За неделю убрано бросового мусора в количестве 80 мешков. Обход и уборка осуществляется по графику по улицам Луговая, Купской, Автомобилистов, Чернышевского, Автодорожное, Сергеляцкое шоссе, микрорайон Птицефабрика, Кульбертина, Воинская, Красильников, Тимирязева, Чкалова. Так, по работе с информационными конструкциями у нас за неделю демонтировано 74 информационных конструкций, за год 228. Так, из основных знаковых мероприятий за неделю 27 января поздравили жителей округа с 76-й годовщиной освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск. Также у нас 31 января состоялась встреча с руководителями общеобразовательных школ по обсуждению совместного плана на 2020 год, объявлено годом патриотизма в Республике Саха-Якутия и годом поколений в городе Якутске. Намечены планы. Так, по всем остальным мероприятиям работа ведется в штатном режиме. По админкомиссии у нас за неделю составлен 1 протокол об административном правонарушении и выдано 3 предписания. Вкратце у меня все. Спасибо. Валерия Сергеевна, здесь вы, да? Ага, Валерия Сергеевна, ну, очевидно, что жилкомсервис и в силу отсутствия средств, и в силу отсутствия специального транспорта на сегодняшний день не справляется с отловом. Это не столько и не сколько вина жилкомсервиса, сколько вы оказались в таких обстоятельствах с началом реформы, да, вот этой вот законодательной. Поэтому у меня просьба совместно с СГХ, Аян Анатольевич, значит, необходимо предпринять меры по выделению дополнительного автотранспорта и людей для отлова собак. Они сами не справятся. 21 заявка не исполненная сегодня только по автодорожному округу. Поэтому посмотрите, значит, у наших коммунальных служб, может быть, взаимствовать определенную акцию по отлову сделайте. Ну, пора вообще, наверное, начинать 2-месячных по отлову животных. Значит, но усилиться надо. Посмотрите, как вы это будете компенсировать расходы коммунальных предприятий по линии ЧС или что, денег-то нам не выделили еще. Так, поэтому сегодня в первой половине дня решение мне представьте. Пока это... Сколько у тебя машин ездит, Валерия Сергеевна? Одна машина по городу. Вы представляете, сколько они будут отлавливать, эти стаи? А мы находимся сейчас в состоянии предвесеннего
значит, как бы, ну, скоро гон у них начнется, поэтому это очень опасно. Просьба усилить до необходимого количества машин и Роману Сергеевичу, значит, взять на контроль. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, Сардам Владимировна, участники совещания. За неделю по линии ЕДДС поступило 9 заявок, с начала года 37. Значит, в работе у нас 6 заявок по отлову безнадзорных животных, 3 заявки по ЖКХ, течи, отключение электроэнергии. Отработано 26. Отловлено за прошедшую неделю 4 особи. Выписано предписание 8, направлено протоколов в административную комиссию 3. Продолжается работа по пилотному проекту «Мешковой позвонковый вывоз мусора» в ТКО в микрорайоне Новопортовской. Совместно с представителями компании «Якутская экосеть» сотрудники управы проводят работы по оповещению населения частного сектора в квартале Новопортовской. Силами муниципальных дворников продолжается работа по антигололедным мероприятиям на территории Гаинского округа. Совместно с ОМД продолжается работа по мониторингу состояния пожарной безопасности в деревянном жилфонде. Ведется работа по очистке тротуаров и общественных территорий от снега и наледей. Постоянно проводится контроль септиков на предмет разлива и устранения течи канализации по улице Автострада 50 лет октября 24/1, 10/1, 60/12. Проведено 3 рейда по выявлению незаконной продажи алкоголя. По социальному блоку ведется работа по обустройству катков на Белом озере и Ходынвярском. Идет подготовка первой спартакиады трудовых коллективов Гагаринского округа. Ведется работа по созданию советов микрорайонов округа. Все остальные вопросы в рабочем порядке решаются. Пожалуйста, Губинский округ. Доброе утро. Неделя прошла в штатном режиме, санитарное состояние удовлетворительное. Выдано 7 предписаний на предмет нарушения правил благоустройства. По линии OneClick 1 заявка, по линии ДДС 6 заявок, все в работе. Также совместно с управами Центральный и Октябрьский округ подана заявка по уборке снега. 12 февраля будет уже аукцион. Мы также провели акцию по безопасный лед, то есть раздали населению. 1 февраля в субботу у нас состоялось открытие ледового городка. По социальному направлению проводится мероприятие «Погода патриотизма», «Погода поколений». И в начале недели 27 января и 2 февраля состоялись митинги на площади Победы в День воинской славы. И 27 января, в день по освобождению блокадного Ленинграда, мы поздравили 6 блокадников города Ленинграда в нашем округе. Проводятся также у нас в штатном режиме окружные мероприятия. Состоялись окружные спортивные соревнования «Веселые старты» среди дошкольников. И также для родителей детей конкурс семейного чтения, конкурс чтецов. В предстоящей неделе также предстоит у нас совместные мероприятия с общественными организациями, подготовка ко всем плановым мероприятиям, которые нас ожидают в течение февраля. Спасибо большое. Значит, напоминаю вам о том, что значит, по организации парковки за первой поликлиникой, то, о чем мы с вами разговаривали, значит, по тому, чтобы убрать лишние нестационарные торговые объекты на территории 202 микрорайона, так, и 203 микрорайон, пожалуйста, следите за крупногабаритом со строящихся домов. Потому что строительный мусор выкидывают, не вывозят, договоров там еще нет, поэтому ситуация периодически она выходит за пределы нормативного. Хорошо. Так, пожалуйста, Октябрьский. Доброе утро. На территории Октябрьского округа санитарное состояние удовлетворительное. В настоящее время за прошедшую неделю жалоб на низкие теплоносители и отсутствие водоснабжения в жилых домах не поступало. Очень активно проводим сейчас работу по подготовке к трехмесячнику санитарной очистки и пропуску талых вод. План основных мероприятий намечен. Подали заявку на конкурс по вывозу снега. 12 февраля у нас уже будет рассмотрение. Оказываем 2 семьям оказали помощь в виде предоставления продуктов питания и дров, так как один из домов является печным, частный жилой дом. В целом у нас к совещанию вопросов нет, все в рабочем порядке отрабатываем, ведется строгий учет, реестр по наледям, составляются акты, направляются письма, работу с виновными сторонами ведем очень активно. Все, вкратце все. Доброе утро. По линии ЕДД за прошедшую неделю поступило 25 заявок, снято 10, 4 это в работе осталось, это по линии управляющей компании. Остальные 11 заявок это на отлов безнадзорных животных. По санитарному состоянию удовлетворительное.
Региональным оператором вывезено 2415 кубических метров мусора и крупногабарита 150 кубов. По административным протоколам и предписаниям на прошедшей неделе выдано одно предписание и 48 протоколов составлено. По 6.25.26 протокола, по 6.9.4, по 3.5.16, по 6.5.2 протокола. Так, санитарное состояние дворники работают в штатном режиме. Также на прошедшей неделе были выезды по ЛЖКФ, мероприятия по выявлению бутлегеров. На этой неделе также 5 февраля совместно с участковыми 3-го отдела полиции будут проводиться рейды. Также подписано мероприятие соглашения с фтизиатрией города. Будут в этом месяце у нас объявлен месячник по совместный выезд в фтизиатрии по семьям граждан, которые состоят на учете. Также на этой неделе планируем выехать гражданину Нартахову 1927 года рождения с целью переселения в дом престарелых, так как у него печное отопление и условия для проживания отсутствуют. Так, он согласен сам? Он сам согласен? Да, сам согласен. Остальное, в штатном режиме работа ведется. По авиационной, значит, бардак этот уберите. Сколько? По авиационной, да, сегодня... 7-1, что ли, или что? С Юнионом сегодня отработаем. Да, потому что почему я вам должна указывать, вы же должны сами... Мы вчера с Юнионом тоже обед сделали, им замечание было выдано. Как это так? Люди выходят и из крыльца прямо свои помои выливают чуть ли не на проезжую часть. Куда годится? При этом баки стоят. Работаете с жителями, сколько там семей проживает? Более 20. И все они выходят и ведра этой свои. Это что такое-то? Баки стоят, все, точка организована. Нет, надо с крыльца выливать. Работаете с людьми. Культуру надо прививать все-таки. Так, дальше. По Бабушкиной бесконечная жалоба по поводу организации, значит, около остановки знаков пешеходного перехода и освещения. Выезжали туда с управлением дорог, нет? Да, пожалуйста. В прошлом. У Валерия Афанасьевича есть информация, пожалуйста. К микрофону можно? Мы на последней комиссии как раз-то и рассматривали вопрос изменения режима светофорного объекта, но именно по обустройству пешеходного перехода выезд запланирован на этой неделе, так как поручение получено в пятницу. Пожалуйста, потому что люди жалуются, и это буквально месяц назад я давала поручение, но так пока и исполнения не вижу. Поэтому посмотрите, люди мучаются, там большой новый жилой дом, там много детей. Это опасно. Принято. И впоследствии по остановке тоже посмотрите. Так, пожалуйста, Сайсарский. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сардана Владимировна. За отчетный период управа отработала в штатном режиме. Объекты жизнеобеспечения жилищного фонда функционируют в штатном режиме также. Значит, за неделю поступило 29 заявок, 11 из которых исполнены, 18 у нас остается это по отлову безнадзорных животных. Организована работа муниципальных дворников. За неделю было убрано 30 мешков сухого мусора. Всего с начала года 125 мешков. Также проводятся противогололедные мероприятия. Административная практика. За неделю было выдано 5 предписаний. Было составлено 5 административных протоколов. За прошлую неделю проведены также рейдовые инструктажи по семьям неблагополучным и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Всего за прошлую неделю таким образом проинструктировано 14 семей, 20 из которых взрослых и 39 это дети. Всего с начала года было инструктировано 66 семей, 80 из которых это дети, 49 это взрослые. Также в округе проводится работа в рамках года поколений и в рамках проекта 75 мероприятий в честь 75-летия Победы. План на эту неделю – это контроль прохождения отопительного сезона, контроль санитарного состояния, работа по сплошной инвентаризации земельных участков, в частности, расположенных на первой линии, работа по административной практике, и рейды по неблагополучным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и работа в частном секторе по домашним питомцам. Коротко все. Понятно. Сколько на сегодняшний день вы успели обойти частных домов с предупреждением о запрете самовыгула собак? Так, Сардана Владимировна, я по цифрам сейчас не готов сказать, но по улицам мы берем по районам, в частности по Билибино, где частный сектор,
и, значит, по почтовым ящикам, а также на заборах, возле магазинов клеим объявления. Ну да. Смотрите, обращаю внимание всех коллег на то, что из 9 фактов укусов, которые произошли на прошлой неделе, 8 укусы домашних животных. Поэтому с владельцами частного сектора надо отработать сейчас как следует, с владельцами собак из частного сектора. Ну, Да. в Инстаграме тоже размещаем все эти данные, все эти Ну, Инстаграм не все объявления. смотрят, конечно, лучше в почтовый ящик засунуть. И так отрабатываем. Ага. Спасибо. Сава Анатольевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Состояние в каменном фонде удовлетворительное, в деревянном фонде неудовлетворительное. Мы сегодня, после планерки, проведем объезд по проблемным точкам. Это Халтурина, Пионерская, Якутская. Заактируем совместно с жилкомсервисом, управляющими компаниями и рекоператором устраним. Протоколов всего за 2 недели 18. Это второй показатель среди округов, в том числе по нарушению тишины. Это бар «Чердак». Совместно с полицией и Минпредом провели 2 рейда. Это клубы, не клубы, а ЛЖ-кафе «Борей» и «Беркут». На аварийность собрано 8 документов, передано в Департамент жилищных отношений. В прошлом году было 53. Работа продолжается. По проблемным домам, это якутские, которые остались на НСУ, которые остались без управляющей компании, аварийное прикрытие сейчас находится у ООО «Кристалл». Тоже ситуацию держим на контроле. По снегу объявляемся, совместные закупки будут с Гагаринским промышленным. А так профилактическая работа, по предупреждению насчет снега в частном секторе работа ведется, как и по собакам. Работа сосблока идет в штатном режиме. 15 февраля проведем 2-й форум общественности строительного округа. По ЕДДС 28 заявок поступило за неделю, снято 28. По оставшейся работе ведется. По ООН-клику поступило 2, решено 1. По отлову собак 11. Работа в штатном режиме. Так, вот этот адрес, который я вчера объезжала. Да, Якутская 57. 57. Да. Под чьим управлением находится? Управляющая компания «Юнион» по МБО совместно с управляющим жилкомсервисом убирает, вывозит. Проблема была с техникой в связи с пониженной температурой. На этой неделе, на днях устраним. Обязательно. И ручной Да. подбор не забудьте, потому Ручной что подбор, технику да, уберете, усилим. это ладно, но там тоже у вас, знаете, море разливанное. Да. Ну хорошо. Центральный округ. Доброе утро. Состояние в округе удовлетворительное. За неделю было 11 заявок ЕДДС, 4 выполнено, 7 в работе. По безнадзорным животным 6 заявок, пока 0. Это в основном крестьянский рынок у нас проблемный. Выписано 3 предписания. В принципе, все отрабатываются и до протоколов не доходит, так как они устраняют все наши замечания, которые мы им даем. Отрабатывается по плану работы на год, он уже есть. И сейчас мы отрабатываем уже и с нашими общественными организациями, советами домов, для того, чтобы все было спланировано и качественно была работа проведена. Все идет по плану. На следующей неделе мы проводим у нас частный сектор, это 150-й. В детсаде «Журавлик» у нас будет встреча с жителями частного сектора, как раз там основное население именно частного сектора там находится. Будем проводить работу, инструктаж по работе с домашними животными и, соответственно, по вывозу снега с заявками. Там достаточно большой объем у нас. До этого уже мы всем по почтовым ящикам разнесли объявление о вывозе снега, и по собакам тоже, соответственно. В принципе, все идет по плану, особых таких замечаний нет. Хорошо. Значит, коллеги, вы правильно обратили внимание на то, что мы сейчас начинаем отторговываться по вывозу снега. Просьба очень внимательно к этому отнестись. Да? Значит, по благоустройству внутриквартальному у вас в 2019 году были проблемы с недобросовестным подрядчиком, поэтому в этом году надо все это исключить.
Так, что касается пригородных наших территорий, начиная с 12 февраля, значит, во всех 7 пригородных территориях будет проведен прием граждан по земельным вопросам. Начиная с 12 февраля. Значит, во-первых, я посмотрела график, ну там в принципе время с 18 часов, с 16 часов, но просьба, пожалуйста, оповестите население, это во-первых. Во-вторых, значит, соберите с них заранее заявления, оформленные заявления, чтобы на месте можно было их сразу прикрепить к контрольным карточкам. Обязательно ведите контрольные карточки приема граждан, вы знаете, как они выглядят. Значит, для чего еще нужно заведомо собрать заявление? Для того, чтобы передать нашим коллегам, чтобы они могли подготовиться, посмотреть предыдущую переписку. Люди ходят вот с такими вот пачками писем, отказов, значит, каких-то обещаний и прочих, начиная там со времен царя Гороха. Поэтому просьба к коллегам, которые выезжают на прием граждан, значит, заранее в пригородах эти заявления, фамилии людей, которые подойдут на прием, значит, поднять, посмотреть, проанализировать еще раз всю переписку, потому что постоянно выясняется, что бывали немотивированные отказы на протяжении предыдущих лет. Разбирайтесь по существу, это, значит, первое. Второе, я бы хотела сказать, что по департаменту градостроительства вы там отправляете главных специалистов и так далее. Это недопустимо. Выезжать должен или руководитель, или его заместитель. Люди, которые несут персональную ответственность за то, что будет сказано и за то, что будет пообещано. Главных специалистов вы в качестве поддержки с собой можете брать, безусловно, сколько считаете необходимым людей с собой, чтобы дать полный ответ на месте человеку. Но, повторюсь, уровень – это должен быть или руководитель подразделения, или его заместитель, который будет нести ответственность. Значит, заранее посмотрите на какой там интернет, возьмите с собой все свои ноутбуки, чтобы можно было зайти в геоинформационный портал, посмотреть все, что необходимо. Чтобы не было такого: здравствуйте, мы рассмотрим ваше заявление, через месяц, в течение 30 дней вы ждите отказ. А через 30 дней люди получат очередной отказ. Зачем это надо тогда? Разбирайтесь по существу. Главу пригородных администраций просьба за этим проследить, чтобы не было вот этих вот отписок и каких-то несущественных вещей. Так, далее. Когда вы поймете, сколько человек должно подойти, вы должны их расставить по времени. Это не должно быть общее собрание, вот как мы сейчас в зале сидим, и там вещает там АЗО или еще кто-то. Нет. У всех людей проблемы индивидуальные. Каждый случай на другой не похож. Если есть группы людей, объединенные одной проблемой, по одному микрорайону, по одному участку, по одному соту, их можно заводить всех вместе. Но рассмотрите по существу заявления. Если у человека индивидуальная проблема, не имеет смысла его держать в зале вместе со всеми. Поэтому выставьте график, чтобы у вас там не было очередей, толкотни и ругани. А то опять попадете в паблики. Так, значит, управление сельского хозяйства непосредственно на всех приемах присутствует, потому что очень много связано с, значит, землями сельхозназначения. Вот я вчера была в пригороде, в Тулагино-Кильдямском наследии. И коневоды мне с возмущением рассказывают, что они годами не могут получить земельные участки, приезжают люди из Новосибирска, получают в течение 6 месяцев землю. Не в обиду людям, которые приезжают, то, что ему удалось законно получить землю, это хорошо. Но почему наши-то годами не могут получить, коневоды, а люди из других регионов спокойно получают через несколько месяцев? Егор Гаврилович, такая же была высказана претензия? Почему так получается? Да, возможно, коневоды не умеют составлять заявки, там, они не делают там какие-то ваши бумаги, там что-то не готовят. Но это УСХ, садитесь, это же не к вам вопрос-то вообще. Не только к вам вопрос. Да, но подскажите людям, как правильно оформить документы. И почему им земля в аренду передается только на 1 год? Они не могут под это дело ни кредиты получить, ни конебазу построить, ничего не могут сделать, потому что земля, сельхозназначение под пастбище, выпас там, скота и так далее, выдается на 1 год. И это я только послушала коневодов. Я поеду по овощеводам, там вам еще информацию соберу. Совершенно недопустимая ситуация, на мой взгляд. И вместе с тем это все выдается сейчас под ИЖС, и мы Якутск со всех сторон поджали ИЖС. В результате, вот почему, это же вот проблема с лошадями в центре города, когда появилась? Года 4? Раньше ведь не было такого никогда. Это сейчас они у нас там питаются цветочками, лежат на клумбах. Почему? Потому что кормовую базу их всю забрали,
И они поджались и двигаются, а у них свои тропинки вековые. Они как ходили, так и ходят. Если они ходили в эту сторону, они и будут ходить. Ну, понятно, другой разговор, что когда решится вопрос с выделением земель под пастбище, их надо будет огораживать и так далее. А так сейчас, конечно, ни земли, ничего, вот они гуляют как хотят. Вместе с собаками уже на помойках питаются. И мы после этого говорим, что лошадь наше священное животное. Ну, хотя в Индии тоже всякое бывает. Так, ладно. Пожалуйста, Наталья Романовна. Доброе утро, коллеги. В прошлую неделю были рассмотрены несколько представлений в прокуратуру. Это и по линии комиссии по делам несовершеннолетних, и защиты прав. Относительно детей, которые постоянно уходят из дома, были направлены представления руководителям общеобразовательных организаций, даны определенные поручения, и дальше будем отрабатывать совместно. Дальше, в свете перечня поручений Владимира Владимировича Путина в рамках комиссии по соцконтрактам была проведена работа, направленная на актуализацию списков по округам семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и семей в социально опасном положении, в том числе многодетных и малообеспеченных. Так, по первым классам по состоянию на сегодняшний день всего поступило 3131 заявление. В субботу у нас стартовал второй этап приема заявлений в первые классы. Всего поступило 1421 заявление. По первому этапу, где были включены 20 общеобразовательных организаций, на сегодняшний день полностью заявления обработаны только по 17-й школе, остальные еще в работе. По 17-й школе запланирован прием только в 2 первых класса. Всего зачислено 72 первоклассника. Так, дальше 80... Наталья Романовна, простите, а сколько поступило заявлений в 17-ю школу? Больше 100 же? Более, 240. 240 всего заявлений. Из них вы принимаете только 72? 72. Дальше, остальные куда? Дальше работу проводим. Они по прописке? Так, братья и сестры? Сейчас, Владимировна. По прописке 87 еще. Это полных 3 класса. Это очередники, которые имеют непосредственно регистрацию по закрепленной территории. Так, ну я думаю, что нам по приему в первый класс надо все-таки еще раз разъяснить эту работу, когда вы все обработаете, провести. Значит, департамент по работе со средствами массовой информации возьмите на контроль, потому что любое непонимание ведет к нервозности и к взаимным обвинениям. Да. Все должны понимать, потому что начинается, меня не взяли, при этом, значит, причины, по которым, значит, отказано в зачислении той или иной образовательное заведение, обычно не рассматриваются. Поэтому из 247, там, если 87 поступило, остальные 150, ну и там больше, да, там, сколько, 160, автоматически недовольны. Вот. И мы же понимаем, что когда перед матерью встает вопрос о ее ребенке, почему одного ребенка взяли, а ее ребенка не взяли, реакция любой матери будет предсказуема. Вот. Поэтому просьба провести разъяснительную работу. По ЕКГТ с чем были связаны проблемы в сбое портала опять? Одновременный большой заход людей? Да, 1 февраля это практически по всей территории Российской Федерации все образовательные учреждения были включены. Там не зависание было, там немножко неправильно заводили данные. Не все строчки, которые требовалось заполнить, заполнили, поэтому такая ситуация получилась. Понятно, спасибо. Павел Николаевич. Доброе утро, коллеги. У нас все структурные подразделения и учреждения города работают в штатном режиме, особых замечаний нет. Что касается в целом работы, у нас в городе начинается работа по подготовке к всероссийскому голосованию по внесению изменений в основной закон Конституции Российской Федерации. Проведены ряд совещаний с участием, в том числе и руководителя территориальной избирательной комиссии города.
представителей наших управ и администраций пригородных сел. План мероприятий выработан, даны соответствующие поручения по уточнению составов наших участковых избирательных комиссий, закрепленных ответственных лиц, по уточнению помещений, где у нас будет проводиться голосование. Работа в этом отношении еще продолжается. Так, кроме того, у нас продолжается работа по подготовке к проведению всероссийской переписи населения. Сардан Владимирович, у вас под вашим руководством тут совещание проводилось с участием всех заинтересованных сторон. Вы давали поручения. С сегодняшнего дня у нас проводится выездная работа представителей наших территориальных органов управления в глав АПУ для того, чтобы они прямо в системе ГИС ИНГЕО уточняли, вносили необходимые изменения по отнесению тех или иных объектов индивидуального жилья к административно-территориальным образованиям города. И также у нас будет уточняться в ходе этой работы фактическая численность работающих СОТов, потому что у нас большие расхождения между Сахастатом, с налоговиками и по нашим данным. Поэтому мы там все эти спорные вопросы должны будем снять. Кроме того, в ходе этой выездной работы будут сняты спорные вопросы отнесения этих СОТов к тем или иным нашим округам и пригородным селам. Работа будет проводиться по согласованному графику. Так, кроме того, мы с Натальей Романовной на прошлой неделе провели совещание по уточнению мероприятий дорожной карты по реализации послания президента России. Вот то, что у нас будет делаться на территории городского округа город Якутск. На совещании приняли участие все заинтересованные стороны. Мы до среды текущей недели должны будем окончательно уточнить эти мероприятия и занести вам на утверждение. Так, кроме того, коллеги, вы знаете о том, что у нас в городе Якутске будет по инициативе главы республики Арсения Сергеевича Николаева будет проводиться очередной форум мэров и руководителей субъектов евразийской зоны в городе Якутске. Мероприятие будет проводиться 26-28 июня 2020 года. То есть один день планируется чисто рабочий, 2 дня они будут участвовать в наших мероприятиях нашего ИСЭХа, посвященного к юбилею Великой Победы. Поэтому у нас тут, в принципе, все свои поручения получили. Я думаю, что в скором времени мы с Арданом Владимировной вам внесем на согласование план мероприятий, в том числе и по всадникам Евразии, которые вы ранее нам говорили про эту тему. Кроме того, хотел бы сейчас объявление сделать в адрес руководителей всех наших учреждений и организаций, структурных подразделений, чтобы вы заранее извещали оргуправление о предстоящих юбилейных событиях своих учреждений или каких-то там других организаций, относящихся к вашей сфере деятельности. Дело в том, что руководство города ставится перед фактом за несколько дней до того, как эти мероприятия будут проводиться. Поэтому я прошу годовой план свой пересмотреть, рассмотреть и все необходимые сведения представить оргуправлению. У меня все. Так, уважаемые коллеги, с сегодняшнего дня в работе общегородских планерок будет принимать участие председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Анатольевич Высоких. Есть что сказать сегодня к планерке? Пока в ознакомительном порядке. На следующей неделе я буду предоставлять вам слово. Те рекомендации, которые есть у Общественной палаты по тем или иным вопросам, мы готовы и будем рады выслушать. Пожалуйста, Альберт Никандрович. Доброе утро, уважаемые коллеги. На прошлой неделе я принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте Российской Федерации, который прошел в подмосковном Красногорске. Последний раз Совет проходил в 2017 году, и надо отметить, что в этом году он прошел практически после оглашения послания президента Федерального собрания Российской Федерации.
Президент сказал, что наша общая задача обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность бюджетных кредитов муниципальных образований, реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов. Также президент призвал дополнительные доходы, поступающие в бюджеты регионов от реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований, направлять на решение приоритетных проблем на местах. Кроме этого, считаю важным слова главы государства о том, что предложения граждан должны учитываться и быть в основе муниципальных заявок на участие в региональных и федеральных программах. Более того, он подчеркнул, что национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей. Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Нужно быть с людьми, общаться, обсуждать с ними самые насущные вопросы. Трудно не согласиться с такими словами лидера страны. Коллеги, это посыл всем нам. Наверное, мы все обратили внимание на то, что президент поддержал предложение председателя Высшего совета Всероссийской ассоциации местного самоуправления Виктора Борисовича Кияева. Он также является первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе о необходимости увеличения призового фонда Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» до 1 миллиарда на поощрение лучших муниципалитетов. Считаю, что это будет служить хорошим стимулом для всех органов местного самоуправления. Ну, как говорится, за примерами ходить далеко не надо. И есть пример, когда городской округ Жатай в 2018 году занял 3-е место в этом конкурсе в номинации «Градостроительная политика. Обеспечение благоприятной среды среди жизнедеятельности населения и развития жилищно-коммунального хозяйства». Мы все видим, какое внимание уделяет руководство страны данному вопросу, и нам нужно общими усилиями решать задачи, поставленные перед органами местного самоуправления. При этом надо сказать, что на повестке у коллег из Государственного собрания Литумен также мероприятия, посвященные вопросам развития местного самоуправления, стоят уже в ближайшем плане. В среду, 5 февраля, в 16:00 в Государственном собрании Литумен Республики Саха-Якутия пройдет заседание экспертного совета по вопросам развития местного самоуправления. 26 марта 2020 года в городе Якутске пройдет 2-й съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха-Якутия, на котором также будут обсуждены вопросы и роли и значения местного самоуправления при реализации национальных проектов и государственных программ Республики Саха-Якутия. В Якутской городской думе продолжается заслушивание отчетов постоянной комиссии за 2019 год и о планах на 2020 год. На этой неделе запланировано проведение заседаний 3 постоянных комиссий. В среду, 5 февраля в 11:00 в кабинете 303 Якутской городской думы состоится заседание постоянной комиссии по социальной политике. В четверг, 6 февраля в 11:00 в кабинете 303 Якутской городской думы пройдет заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике. В 14:15 в кабинете 303 состоится заседание постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса. Уважаемые коллеги, скоро начинается традиционный отчет депутатов Якутской городской думы перед избирателями. Прошу глав округов оказать всемирную поддержку, помощь в организации и проведении их отчетов. Всем спасибо за внимание. Удачной рабочей недели. Так, спасибо. Действительно, те посылы, которые были сказаны на Совете по местному самоуправлению, который проводил глава нашей страны, значит, Владимир Путин, действительно сказано о том, что необходимо, значит, создать нормальный баланс соотношения полномочий и финансирования органов местного самоуправления. То, о чем мы говорим уже на протяжении почти года. Поэтому мы ждем позитивных изменений. Вот. Ну и, коллеги, вы услышали о том, что, и сами читали вы уже, о том, что, значит, лучшие муниципальные практики, довольно хороший призовой фонд городу Якутску есть, с чем, я думаю, заявиться на этот конкурс. Поэтому просьба, значит, саккумулировать идеи и внести предложения. Значит, ну, наши с вами задачи вместе с тем повседневные, мало касаются теории построения местного самоуправления на территории Российской Федерации. Мы с вами говорим о мусоре, мы с вами говорим о безнадзорных животных, мы с вами говорим о, значит, том, чтобы в
значит, качественно подавалось тепло в многоквартирные дома в городе Якутске. Это наша задача номер один повседневная. Далее, значит, внесите предложение по двухмесячнику отлова безнадзорных животных, внесите предложение уже на самом деле по подготовке к новому отопительному сезону. Мы уже в феврале, пока мы согласуем это все мероприятие, в этом году надо провести более качественно. Я имею в виду промывку систем внутри многоквартирных домов. На самом деле это мы с вами знаем, ни для кого не секрет, проводится зачастую довольно формально. Если в новых домах пока ситуация сама по себе более или менее благоприятна, то старый жилой фонд, конечно, требует особого внимания, поскольку действительно в связи со строительством водоочистной станции в предыдущие годы, на сегодняшний день сама станция водоподготовки, она тоже новая, подается нормальная вода в город Якутск. Дальше она уже распределяется по старым нашим сетям внутриквартальным, и здесь нам требуется провести хорошую работу. Сами ресурсники промывку осуществляют, за ними там и контроль есть, и Роспотребнадзор, и всего на свете, а вот внутри домов уже нам надо смотреть. Опять же, значит, посмотрите на ситуацию, когда в этом году было очень много жалоб на низкий теплоноситель. Когда мы начали с вами анализировать, почему в этом году увеличилось количество заявок на низкий теплоноситель, мы с вами выяснили о том, что недостаточно или вовсе не промывались системы отопления. Когда не промывается система отопления, соответственно, батареи греют плохо. Ну и зачастую, конечно, мы сталкиваемся с тем, что плохо утеплили окна, вовсе не утеплили двери. Хозяева у нас разные, степень подготовки у людей разная, да, поэтому это тоже имеет значение. Но обратите внимание, что промывка должна быть качественной. Ну, как говорится, готовь сани с лета, мы с вами начинаем к следующей зиме готовиться уже не дожидаясь окончания этой зимы. Убедительная просьба держать на контроле прием детей в первый класс. Сейчас начнется масса заявлений от возмущенных родителей. Надо проводить разъяснительную работу. Тем не менее, до 1 сентября, как помнится, в прошлом году уже 2 сентября появлялись родители, которые не приняли никаких мер для того, чтобы ребенка поставить в очередь, значит, записать в школу, подать заявление и так далее. И на моей памяти, когда 1 сентября некоторые родители появлялись с просьбами абсолютно абсурдными: разрешите с ребенку со цветами хоть какую-нибудь там первом звонке поучаствовать. Поэтому просьба, вот когда вы сейчас главы управ обходите семьи, проводите разъяснительную работу, если видите детей, которые готовы пойти в школу, обязательно выясняйте, записали ли ребенка в школу, значит, собраны ли все документы, готовы ли карты здоровья ребенка и так далее. Потому что, ну вот, опыт показывает, что бывает вот вообще разная степень готовности. Спасибо, удачной всем недели.